Когда глава Башкортостана Ради Хабиров отправился в рабочую поездку в самый западный населенный пункт региона, в Октябрьский, по дороге мело не сильно. Но уже ближе к самому городу начался мощный снегопад. И, как говорят местные жители, оказался он самый обильный за ближайшие месяцы. Были опасения, что поэтому всероссийские соревнования по спортивному ориентированию отменят. Но организаторы решили, старты состоятся. В Башкортостане спортивным ориентированием занимается 3000 человек. Основные центры подготовки – города Уфа, Бирск, Стерлитамак, Нефтекамск и Октябрьский. Причем Октябрьский – самый опытный. Здесь часто проводят соревнования по спортивному ориентированию всероссийского и международного уровней. Чемпионаты и первенства Башкортостана и России, спартакиады учащихся страны, Кубок России и всероссийские соревнования. Здесь и мужики есть, и юноши, и совсем маленькие. Вон всех собрал. Да. Здесь идет отбор на чемпионат Европы, на первенство Европы и на чемпионат мира. То есть мужики и женщины на чемпионат Европы и мира, а дети на первенство Европы. Почему у нас? У нас уже 5-й раз проводится, потому что у нас очень хорошие условия созданы. А живут они где? В гостиницах? А вот у нас, я еще расскажу про этот вот Спартак-парк, так называемый. Расскажу, как мы его создали. Интересная история. А он на государственном, МОПовский или что? Он 50/50 получилось у нас. Мы землей зашли, а предприниматели построили. Нормально. Вообще, такая история хорошая симпатично получилась. так у вас здесь. Ради Фаридович, здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите представить Николай Николаевич Кудряшов, старший тренер сборной России. Ради Фаридович, у нас сегодня здесь самые лучшие спортсмены России собрались. 23 региона, 333 спортсмена, наших 70 участников. А вообще вот ты где развит он? 60 стран на сегодняшний день. 60 стран, да? На Олимпийские игры 80 нужно, Ради Фаридович. То есть 20 стран еще, и они могут стать участниками. Ну, 30-го года, 34-го. Поменьше там, да? Все. Начинаем торжественную церемонию открытия Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. На эти соревнования в наш город прибыли сильнейшие спортсмены из 23 регионов Российской Федерации. На старт соревнований выйдут более 300 спортсменов. Из них 5 заслуженных мастеров спорта России, 3 мастера спорта России международного класса и 39 мастеров спорта России. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. От души приветствую гостей, участников, тренеров замечательных соревнований Кубка России по спортивному ориентированию. Сегодня в гостеприимном Башкортостане, одном из самых наших красивых городов в Октябрьском, собрались более 300 участников из 23 регионов. Вообще, в республике нашей, наверное, многие знаете, что становление спортивного ориентирования связано с именем Анатолия Яковлевича Богданова, прославленного тренера. И с тех пор наша команда всегда показывала замечательные результаты. Я сегодня от души вас поздравляю и хочу сказать, что и погода, на мой взгляд, для спортивного ориентирования неплохая. Но всем желаю успеха, спортивных соревнований, задора, ну и, конечно, победы. Удачи вам! Уважаемый Ради Фаритович, просим вас выполнить приятную миссию – вручить государственные награды. Почетной грамотой главы Республики Башкортостан за плодотворную, добросовестную работу и большой личный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией награждается Функ Юлия Александровна. Нагрудный знак и удостоверение мастера спорта России вручается воспитаннице отделения спортивной акробатики спортивной школы номер 1 Чагановой Анастасии. Спасибо, Ради Фаритович. Слово для приветствия предоставляется главе администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан Алексею Николаевичу Шмелеву. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые тренеры,
гости, спортсмены, дорогие октябрьцы. Я искренне рад приветствовать вас в самом западном городе Республики Башкортостан, городе Октябрьском, на таких высоких соревнованиях. Надеюсь, что вам понравится в очередной раз в городе Октябрьском, и вы уедете отсюда с хорошими впечатлениями, и не раз еще будете приезжать, тренироваться и участвовать в соревнованиях. Всем желаю побед, ярких впечатлений. Мы будем за вас болеть. Спасибо. Спасибо, Алексей Николаевич. Слово для приветствия предоставляется главному тренеру сборной команды Российской Федерации, члену исполкома Федерации спортивного ориентирования России Николаю Николаевичу Кудряшову. Добрый день. От лица Федерации выражаю благодарность башкирской земле за то, что в этот сложный период не только нашей страны, но и всего мира нас принимает уже не в первый раз на таких масштабных соревнованиях. Желаю всем отобраться в сборную команду для участия в чемпионата мира, первенства и первенства Европы. Хороших стартов. Спасибо. Спасибо, Николай Николаевич. Уважаемый Радий Фаритович, уважаемые почетные гости, благодарим вас за открытие соревнований. Радий Фаритович, такие соревнования у нас в Башкортостане, это же огромная честь для нас и ответственность. Да, но и ответственность, потому что вот мы буквально недавно приняли решение. С начала этой недели мы открываем, скажем так, наши двери для спортивных соревнований. Мы немножко указ о коронавирусе поправили. Считаем, что ситуация нам позволяет проводить соревнования. Ну, тем более соревнования на открытом воздухе, это в первую очередь. Вот. А так, на Октябрьском всегда один из самых, наверное, спортивных городов России. Тут спортивная акробатика, соответственно, спортивное ориентирование, борьба всегда были развиты. Очень спортивный город и хорошая инфраструктура спортивная. Вот приехали посмотреть сейчас. У меня в программе больше всего меня волнует здесь хоть строительство Ледового дворца. Вот мы должны его завершить все-таки. Вот так. Спасибо, хорошей поездки. Алексей Николаевич, как дела у вас? Ничего, Нормально? нормально. Только снег испугал немного. Снег вообще валил, да. Он везде. Но вы же попал вот этот вот циклон, я так понимаю, московский, вот этот татарский, этот вот он и пришел. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по городу Октябрьскому. И следующий объект – жилой комплекс «Весна» или, как сейчас его официально называют, «Времена года». Этот объект не запланированный. Эти дома могли сдать еще 3 года назад, но прежний застройщик из Уфы не уложился в сроки, а новый, местный, тоже не сумел закончить объект вовремя. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, как настроение? Когда сдавать дом будем? Ну, 18-й дом у нас, в принципе, в высокой степени готовности. Там осталось буквально вложение, если посчитать, 7-9 миллионов. 19-й дом, конечно, чуть побольше. Там, наверное, порядка 25. Просто проблема стала. Я не пытаюсь оправдываться, просто объективно донести информацию попытаюсь. Квартиры не могли мы реализовывать, потому что висит запрет на регистрационное действие. Рекпалт не проводит регистрацию договоров уступки права. Ну и, соответственно, все это за собой повлекло и, как сказать, резонанс среди потенциальных покупателей, потому что человеку трудно объяснить, если даже вот простой работник завода пришел, накопил 2 миллиона рублей, родители помогли чем-то, а ему говорят, чтобы квартиру здесь купить, надо пойти к приставам разрешение спросить. Ну, по крайней мере, я на его месте слегка смутился. Желание у людей есть вот так вот? Дома-то неплохие? Так, нет, в 18-19 интересуются, особенно в 18 тут же квартиры есть интересные такие, то что она вроде, например, однокомнатная, небольшая, 30 квадратов, а потолок высокий, например, 4 метра, то есть можно, двухуровневую сделать, такие интересные варианты разные есть. В 19-м доме, с учетом того, что мы окна поменяли, тут же, если обратить внимание, мы там окна сами стали, закладывали, сделали стандартные окна. Здесь большие окна и однокамерные стеклопакеты, люди несколько боятся, но здесь квартир мало, 15 буквально. Большая часть квартир в 19-м доме, 60 квартир там. Поэтому, в принципе, люди изъявляли желание, хотели брать, но потом весь вот это вот... А, я так понимаю, совещания проводились, вы говорите, с прокуратурой? Да, мы и в Уфе проводили, и в Абдрахимово проводили, и с прокуратурой, с республиканской прокуратурой, с приглашением служб судебных приставов наших, республиканских. Пока выхода не нашли. Алексей Николаевич, давайте
Когда вы же здесь будете, да? Проведем наградсовет, я тогда вытащу. Я сейчас прям дам поручение. Пригласим приставов, пригласим прокуратуру. Всех пригласим и разберемся. Давайте так, с моим участием тогда. Тогда вы готовьте тоже материалы, готовьтесь. Вам сегодня на вас Баширов выйдет, вот, знаете его, да? Вот, и тогда давайте так. Очень хотелось бы, чтобы, ну, сколько можно заниматься этими домами? Осталось совсем немножко. Вот эти два дома у нас, Вот да? тут только два, да. Да, вот эти. Сюда буквально осталось купить тепловой узел, буквально, и тут там сейчас, Театры, входные двери. Ну, внешние коммуникации все подведены. внешние коммуникации подведены. Тепло подведено, все подведено. Хорошо, договорились, тогда у меня собираемся и будем, ну, в Зуме будем, наверное, или вас пригласим, посмотрим, там, скорее всего, вам придется с нами приехать, там договоримся. Ладно? Все, Спасибо. давайте, надо строить, а? До свидания. Вы поменяли маршрут рабочей поездки, заехали в этот проблемный микрорайон. Да, я, честно говоря, думал, что по нему уже как бы лучше дела идут. Мы думали, к концу этого, прошлого года сдадим. Ну вот, знаете, такие сложные, когда схемы, вот строительства, всегда обязательно где-то одно звено ломается и пошло-поехало. И вроде застройщик вполне себе прилично ведет. Ну, посмотрим, мы в понедельник соберемся, у нас же есть инструменты помогать, будем решать. Спасибо. А теперь глава Башкортостана Ради Хабиров отправляется в детский многопрофильный санаторий «Росток». Раньше это был кардиоревматологический санаторий, который открыли в городе Октябрьском еще в 1963 году. Весной 2020 года санаторий «Росток» из-за угрозы коронавируса закрыли. Находится здравница на балансе города Октябрьского, а принимала в хорошие времена деток со всего Башкортостана. Что делать с санаторием дальше, пока непонятно. Санаторий у нас является правопреемником детского кардиоревматологического санатория, который был организован в 1963 году. Переименован в 2005 году санаторий «Росток». В 2006 году мы переехали в это здание. Функционирует на 80 коек. Срок пребывания 21 день. Возраст детей от 4 до 17 лет включительно. А учеба как здесь? Учеба у нас проходит здесь. Дети приезжают со своими учебниками. То есть воспитатель у нас с высшим образованием. То есть они с домашним заданием дают домашнее задание и помогают. Ну, то есть они учатся все равно 21 они учатся день. все Так. 21 день, да. Здесь у нас находится лечебный блок. За год в среднем у нас проходит 1100 детей. А почему вы сейчас остановились-то? Или ковиду? Да, указу. Это оздоровительные кампании прекращены. Ну, может быть, потихонечку открывать начинать? Как считаете? Но мы готовы. А вы держите ситуацию? Ну, Дети-то в не плане, так часто. Если открываться как лагерь, то нет. Потому что мы уже начинаем работать как лагерь. С февраля финансирование с Министерства образования только оставили лагеря как санаторно-оздоровительный лагерь, не как санаторий. Давайте так, вот сейчас вот и по времени я поставлю на обр-час. Скажите, на обр-час, там у нас будет первый обр-час где-то через неделю, наверное, да? Поставьте первым вопросом. Мы в Зуме будем общаться, но расскажете о ваших планах. Давайте там потихонечку какое-то решение, чтобы вы понимали перспективу. Ну и там заодно, кстати, решим, может быть, вас открывать, но что мучить? Детям потребность есть. Вообще есть же, наверное, потребность? Есть. Да, дети существенно здесь улучшают свое, да, так? Да. Это здесь у нас лечебный блок. Здесь у нас есть водолечение, гидромассажные ванны, минеральные ванны. Ну вот это весь блок у вас. Так, это весь блок, да. Здесь у нас физкабинет, электролечение проводим. Здесь у нас имеется сауна тоже. А детей принимаете только октябрьских или? Нет, у нас за 2019 год прошло 582 иногородних. Со всех районов Республики Башкирия приезжают. Да? Здесь у нас фитобар, кислородный коктейль. Палаты у нас идентичные. В каждой палате имеется санузел и душевые. То есть вот такие вот у нас палаты. Да, вот так. Все прилично. За столовую нашу, она у нас тоже светлая, большая. Свой пищеблок, сами готовим, сами это вот такая вот у нас обширная, светлая столовая. Надо запустить.
Потом сесть с министрами, переговорить, куда и что. Но сохранить, конечно, надо. У нас так... Я вот даже был в детском санатории в Красноусольске. Вот он тоже очень полез. Там, конечно, такой лечебный эффект, но там материальное состояние гораздо хуже вашего. Спасибо. Вот все. Ну, то есть вы готовы, да, чтобы мы начали? Да, готовы. Да, надо принимать решение вот такое. Я обязательно переговорю, вот прям сегодня даже переговорю, Алексей Николаевич. А кого, вот мы откроемся, допустим, кто придет сюда и за чей счет? То есть Это за счет оздоровительной компании, которые 2 миллиарда ежегодно выделяются республиканского бюджета. Ну, вот мы эти вопросы тоже посмотрим. Да. Вы же сейчас закрыты, я правильно понял? Да. Вы закрыты из-за ковида. Из-за ковида в связи с указом вашим. Да, я понимаю. Так вот мы сейчас потихонечку-то начинаем сейчас. Но это не сразу. Вот все равно мы хотим посмотреть, будет вспышка или нет. Нам нужно от последнего дня каникул прибавить 2 недели. Это 20. Вот конец января нам будет примерно понятно, что происходит. Вообще вся динамика и так далее. И, конечно, в первую очередь, вот тогда надо будет делать, Алексей Николаевич, там Забин, вот когда перед тем, как открывать, сотрудников вакцинировать надо. Вот к этому надо отнестись, потому что... Ну, готовы вакцинироваться от ковида? Не боитесь? Готова. Не переживайте. Я вакцинировался, ничего. Жив-здоров. Поэтому переживания у людей есть по вакцине, это совершенно напрасно. Понятно, нельзя вакцинироваться тому, кому есть противопоказания, понятно. Но у кого нет противопоказаний, надо внимательно посмотреть, как страдают люди от ковида, как они умирают в мучениях. Рафич, это предприятие уже, можно сказать, предбанкротное буквально, потому что на балансе муниципалитета. Ну, зачем? Оно столько лет работает. Сейчас его надо запустить, посмотрим как по ковиду ситуация, а потом уже будем думать, что там дальнейшего там развития или что. Предприятие, видите, как чистенько, хорошее, аккуратное, хороший коллектив. Детей лечит, 1000 детей каждый год. Вы позвали на обр-час, будем разбираться? Да, да. Спасибо. Завод фарфоровых изделий основали в городе Октябрьском, Республике Башкортостан, еще в 1963 году. Это одно из крупнейших предприятий в России, где производят профессиональный ресторанный фарфор европейского качества. В 2007 году на Октябрьском заводе фарфоровых изделий обновили цеха. Затем открыли компанию «Башкирский фарфор». Уникальность изделий этого предприятия – особая прочность после обжига при температуре 1400 градусов Цельсия. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Это вот наш пресс. Здесь мы делаем в основном это одноголовочным делаем большие блюда. Пицца вот как раз сейчас идет. Здесь готовый порошок у нас поступает сюда и под давлением спрессовывается и уже выходит готовые изделия. Практически человеческого труда здесь нет. Только снять и поставить на нашу огненную площадку. Здесь у нас вот такой же пресс двухголовочный, то есть с 2 сторон. Здесь получается делаем где-то 2500 с одной головы и с другой головы. А вообще проблем со сбытом нет у вас? Ну вот в связи с пандемией это, конечно, немножко она нас поднажала, потому что мы же в основном у нас твердый фарфор, это все для наших ресторанов, кафе, поскольку они закрыты, декабрь немножко мы подсели. Ну, мы сейчас потихонечку все открываем. Я думаю, что вот... Ну, немножко шевеление в январе чувствуется. Вот эти у нас 2 машины французские, на них мы делаем наши чашки. А это брак сюда улетает, да? Ну, бывает, да. Но мы его потом перерабатываем. То есть это не этот мир, они такие. Вот здесь вот прилипка была, поэтому они... А так вот это? Это салатники, там у нас идут бульонные чашки. Здесь делаем чайники, вазы суповые, вазы фруктовые, сахарницы, ручки. Вот мы же на инвестчасти разбирали. Да. Какие мы решения принимали? Мы по ФРП 10 миллионов, мы их сразу выдали. Потом по пособию как раз на детское питание
ну там с учетом вот этой пандемии, там порядка 3 миллионов, по-моему. Или даже чуть меньше было. Нет, они выбрали после пандемии, ну, на 6 миллионов в этом году. Так, Ну, то есть, ну, не работали же там, ресторан не работали. да. То есть вот мы с Гусем отрабатывали. А по ФРП отработали, то есть там все сразу. Да, и Сбербанк тоже нам помогли. По Сбербанку нам дали кредит по 2%, поэтому мы не уходили без содержания, то есть мы работали, мы продолжали получать зарплату. А сколько у вас работает здесь? 118 человек. Коллектив у нас стабильный, практически. Кто пришел 10 лет назад, так они с нами и продолжают работать. После того, как у нас изделия, получается, вышли, мы их ставим на первый утильный обжиг сюда. Здесь 12 часов при температуре 900 градусов. После того, как вытащили вот с этих кассет. Кстати, вот здесь, Алексей Николаевич, ваша посуда для школ нашего города. Фарфор, конечно, у нас не дешевый, но зато качественный. Приезжали к нам в Центр детского и диетического питания. Вот такие печи. Вот, да, французские печи. Вот здесь приготовлено для второго политого обжига температура 1400 градусов, 28 часов. Поэтому и цена. Ну да, газ. Это И сырье, то, что вы сырье с Германии гоняете. евро. Ассортимент у нас большой, поэтому где-то 400 наименований. Это вот. Здесь мы приготовили небольшую вам выставку, Да, отлично. чтобы вы посмотрели, что мы можем делать. Это ручная работа, охота. Бренд у нас подглазурный. Да. Здесь сувенирная продукция. Сохранились еще мастера, да? Ну да, у нас туназинцы многие приезжают сюда, как раз живописный участок, у нас многие работают с Туймазу. Это Туймазы. Это наши это вот Уфа, ваши, да, молодцы. Да, Вот эти вот как раз то, что вы говорили, вот, школы или... Да, это Туймазы. Общепит Туймазы, да. Это Салават. Общепит тоже. Да. Это Октябрьская. Вот это новое тоже направление таблет питания. Это для Казани делаем, для больниц. Это для больницы, да? Вот? Вот которая именно на подносе термо. У нас же тоже это есть для больниц. В этом году мы сделали новую линейку цветной подводный акварель. То есть первые в России на 1400 обожги. Это мы на Франкфурте увидели. Это, в общем-то, сколы фарфора, склеенные золотом. В общем, это такое... Почему так? Потому что раньше на Руси, ну не то что в мире, да, фарфор был дороже золота. Поэтому золотом склеивали остатки фарфора. И вот художники придумали такую... Стильно, Ради Фаридович, нравится? Да. Вообще. И шахматы такие же. Это наши шахматы, да. Доску тоже сделали. Между прочим, самое сложное сделать доску, потому что она из фарфора. Это фарфор тоже, да. Развиваться думаете что-то еще? Ну, конечно, мы же в одну смену работаем, хотим две, мы были. Даже когда займ ФРП давали, там же не просто это было. Там инвестпроект на 47 миллионов общий объем. Поэтому сейчас пандемия закончится и будем развиваться. Ну, конечно, запросы есть, но хотелось бы побольше работать. Вот таких заводов 3 в России. Ну, я думаю, как, вот мы все в нормальный режим перешли уже. Вы там соберитесь какое-то время, да? Либо мы, когда приедем в следующий раз в Октябрьский ВОЗ на промчас проведем, либо пригласим вас. Давайте расскажите о ваших планах, что еще. Я, понимаете, жизнь так устроена, и периодически надо подталкивать. Ну и, конечно, если вы какую-то программу дальнейшего развития представите, мы поможем и займами, и кредитами, там, и так далее, безусловно. Да, спасибо. Мы хотим, у нас получается пресс-форма, которая для наших прессов делать. Это одна пресс-форма 1,5 миллиона. А чтобы сделать линейку, минимум нужно там, порядка 10 пресс-форм, чтобы была полная линейка для наших рестораторов. Конечно, там, для завода. Наверху у них же еще ручная работа. Давайте, я говорю, вы тогда продумайте, придете к нам. Хорошо. Но я вот вас прошу, вот это предприятие надо сохранить. Это прямо... Мы стараемся. Правда, мы стараемся. Потому что, во-первых, специалисты очень тяжело с этим.
людей нужно обучать, особенно художников, особенно вот именно скульпторов, модельщиков, их вообще нет. Мы из своих кадров стараемся это самое. Хорошо, договорились тогда. Где-то в феврале надо увидеться на промтесте, ладно? Рафович, все-таки башкирский фарфор, я думала, это так, не название предприятия, кажется, это и название предприятия, еще и символ. Это не так. И вот такое одно из наших старых предприятий, которое постоянно переживало сложности. Сейчас тут очень дееспособная команда, и мы помогаем. Мы прям постоянно с ними работаем, Минпром у нас с ними. Но мы как договорились, вот первый этап помощи мы им сделали и по деньгам, и по другими мерами. Вот сейчас будет второй этап, они идут на дальнейшую модернизацию, мы им еще поможем. Вот поэтому тут мы каждое предприятие, которое вошло в наш контур нашей заботы, мы его от себя не отпускаем. Спасибо.